Ушел под лед на глазах очевидцев. Сегодня недалеко от Кировской дамбы на реке Казанка в 1,5 сотнях метрах от храма-памятника утонул пожилой мужчина. Там, где он ушел под воду, толщина льда составляла всего 3 сантиметра. С места трагедии репортаж Нафисы Минязовой. Поступил сигнал от оперативного дежурного, что в районе памятника, в районе Кировской дамбы провалился человек под лед. Спасатели прибыли на место буквально через 4 минуты. Очевидец им показал точное место, где человек провалился под лед. Метрах в 150 от берега, недалеко от храма памятника павшим воинам, спасатели обнаружили промоину в 2 квадратных метра. Рядом лежали ящик и сапоги рыбака. За мной сейчас находится особо опасный участок акватории со множественными промоинами. Как рассказали спасатели, пожилой мужчина шел со стороны речного техникума. Прошел буквально 150 метров, и уже под ним толщина льда составляла около 3 сантиметров, где он ушел под лед. Мужчина пошел по льду своим путем, минуя тропы, по которым шли остальные любители подледного лова, при этом проигнорировал запрещающие аншлаги, которые установлены вдоль берега. Вызвали водолазную группу через оперативного дежурного, и уже с водолазами в 11:40 труп человека достали и доставили на берег, передали сотрудникам полиции. Тело обнаружили на глубине 6 метров в 200 метрах от берега. Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские. На вид ему больше 60 лет. Уже в этом году у нас 4 погибших в результате провала льда и 9 спасенных. Из них 3 человека мы спасли с оторвавшихся льдин. Но страшная статистика и реальная опасность провалиться в ледяную воду не пугает любителей зимней рыбалки. Хобби для них важнее. До наступления морозов, до установления толстого льда, необходимой толщины льда, выход на лед приостановить. Я сразу предупреждаю, что мы проводим каждый день рейды. Рейды проводим совместно с сотрудниками полиции. В этом году на рыбаков составили 68 протоколов за выход на тонкий лед. Штраф за это предусмотрен в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Инспекторы надеются, что вероятность лишиться денег может остановить людей от выхода на тонкий лед. Нафиса Минязовна, Иля Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.